Об истории калмыцкого танца, а также его реформе рассказали на брифинге представители творческой интеллигенции. По словам заслуженного артиста Калмыкии Анатолия Ачирова, автора книги «Нельзя вернуться в прошлое», в 1871 году в Европе состоялось первое в истории коммерчески успешное выступление ансамбля «Калмыцкий караван». Концертная программа имела ошеломительный успех у публики. Труппа калмыцких артистов посетила многие крупные города Европы, такие как Дрезден, Цюрих, Базель, Франкфурт-на-Майне, Париж. Калмыцкая культура имеет глубокие корни и была актуальна и востребована еще 2 столетия назад. Народ шел нескончаемым потоком. С этого момента началась биография нашего коллектива национального, который уже дальше под именем «Калмыцкий караван» гастролировал по Европе. Многих привлекала экзотичность, красочность представления, а главное – профессионализм артистов, которые также выполняли на сцене акробатические элементы. Количество зрителей достигало 90 тысяч человек в день. В ходе беседы художественный руководитель журнала «Баир» Сергей Бадандаев продемонстрировал зарисовки быта калмыков, автором которых является Иоганн Генрих Хезельхорст, немецкий художник, портретист и мастер жанровой и исторической живописи. Столько много аргументов, говорящих в пользу, что наша культура, наши первые танцевальные творческие коллективы были профессиональными, были, как говорится, высокооплачиваемыми и потрясли в свое время грандиозно, как может быть и даже грандиозно. Вот такой небольшой этнос потряс целую Европу.